Большая пресс-конференция началась сразу после обеденной молитвы, накрытый на свежем воздухе стол, атмосфера в национальном колорите. Задавать вопросы главе субъекта в таком формате нечасто выпадает возможность. Рамзан Кадыров сразу же заявил, спрашивать журналисты могут о чем угодно, ответить на любые, даже на неудобные для него вопросы. Спасибо вам, что вы, так скажем, выбрали время, приехали к нам в гости. И личное общение для нас это необходимо. И поэтому те люди, которые не знают, что происходит в Чеченской Республике, глубоко заблуждаются и говорят там чушь и ерунду. Там, знаешь, я готов ответить на ваши любые вопросы. 47 человек, из них 35 главных редакторов, ведущих печатных и электронных изданий. В их числе известная телеведущая Марианна Максимовская. Диалог с главой Чеченской Республики проходит в рамках очередного заседания клуба главных редакторов. Вопросы самые разные, но для Рамзана Кадырова отнюдь не новые. Развитие сельского хозяйства, экономики затронули и кадровые перестановки в правительстве. Ну и, конечно же, не обошлось без излюбленной темы многих СМИ о большом потоке денежных средств в Чечню. Даже порой умные пишут, что вот за счет наших налогов вы строите республику. Я говорю, ну покажите ваши налоги. Ну, надо от чего-то исходить это. Я говорю, ну, у нас все, кроме 11, по-моему, регионов, все находятся на дотации. Все остальные регионы находятся на дотации. И именно выбирают нашу. А мы на 11 месте. Именно выбирает нашу республику. Про остальное никто не говорит. Нам, вот мы приняли программу, федеральная целевая программа. Там мы защитили 100 чем-то миллиардов рублей. Ну, секвестировали 1 раз, 2 раз, 3 раз. Ну, примерно федеральная целевая программа и Большой театр одно и то же получилось. Никто об этом не говорит. Территории, сколько площадь, сколько мы театров построили, сколько школ, больниц, дорог, мостов. Никто не говорит об этом. Сразу нас... Это неправильно. Мы часть территории Российской Федерации. Россия использовала все и большие средства для наведения конституционного проекта, чтобы мы не отделились от России. Мы сейчас говорим, что мы хотим жить с Россией, а все говорят, что нет, вы Кавказ, давайте отдельно живите. Мы не хотим, мы хотим жить в составе, наш народ определил свою судьбу в составе России. Футбольная тема тоже была одной из главных поведений болельщиков. Строительство Ахмат-арены, смена главного тренера Терек. Интересовались возвращениями, условиями проживания русскоязычного населения в республике. Ну, мы проехали, посмотрели, как эта мирная жизнь налаживается. Это очень красиво, всем нравится. И специально смотрела на улицу, на людей, которые ходят. Все довольны жизнью. Ни одного славянского лица. До всех событий в Грозном очень много русских живет. Вы какую-то программу имеете для возвращения славянских жителей в республику? Хотя у нас есть такая программа, почему мы должны именно славянские возвращать? У нас в Европе проживает больше 100 тысяч человек, чеченцев, которые, ну тоже какая разница, русский он или чеченец он? Татар или кумык. Он жил здесь, он родился здесь. Вот задай федеральному центру, они же их разгоняли всех. Не мы, они же бомбили, несмотря кто он, славянин он или чеченец или кавказец он. Мы говорим, мы обсуждаем, вы все заинтересованы, я им говорю, об этом говорили. Ну, придумайте что-нибудь. Вы знаете, что мы дотационный регион, что у нас нет возможности. Мы возвращаем, очень много вернулись русскоязычные, там, знаешь, и в Гудермесе, и в Шалковском, и на Урском, и в Грозном. Мы устраиваем, знаешь, всех обеспечиваем рабочими местами. Спрашивали я якобы похищенных людях в Чечне. Такую информацию распространяет правозащитная организация «Мемориал». Впрочем, чьи права она защищает и во имя чего работает, давно известно, отмечает Кадыров. Мемориал говорит о том, что сотрудниками милиции, с той же полиции на территории Чечни за последние годы было похищено около 3000 человек. Я могу вам обоснованные доказательства приводить примеры. Есть человек, который уехал в Европу. Он живет там. Якобы они что делают? Этого человека якобы похитили. И якобы они этого человека защищают.
якобы его нашли они, все сделали, получили за это гонорар 10 тысяч долларов. Этот человек никогда его не похитил никто, никогда он нормально живет. Даже выдумывают такие вещи. Кадыров, Рамзан Ахматович, был против этого. Когда после совещания вот, оперативного штаба, когда проводили Ханкале, когда вопрос поднимал, кто похищает людей, я заявил, когда я был вице-премьером, что с сегодняшнего дня в республике не будут одевать маски и без номеров не будет техника выезжать. И я собрал всех и сказал, огонь на поражение. Если штаб не знает, чем кто занимается, кто похищает людей, то сегодняшний день у нас будет по-другому. Я стал против этого всего, и из-за этого меня даже заказывали, и я ловил работников спецслужб, которые хотели убить меня за это. Есть много организаций, которые занимаются именно против России. А если они знают, что если в Чеченской республике будет порядок, мир, стабильность, то все, они потеряли Кавказ. Европа признала, что Чечня не нарушает прав человека. В прошлом году Европарламент заявили, что Чечня не нарушает прав людей, человека. Чего они еще хотят? Они теряют свою работу. Они мало будут зарабатывать деньги. Поэтому я им не раз говорил, давайте, дорогие мои, вместе будем работать. Я гарант Конституции. Я заинтересован, чтобы не нарушали права людей. Но они не хотят с нами, потому что они не будут получать деньги. Братья Царнаевы, конечно, тоже стали актуальной темой. Рамзан Кадыров дает свою оценку. Я изучил их. Я нашел тех людей, которые знакомы с ним. Ну, большинство те люди, которые знают их близко, они говорят, что они способны на это. А того человека, который сейчас убили парня, его отец у нас работает в администрации мэрии города, очень воспитанный, хороший человек, там, знаешь, он звонил домой и сказал, что ко мне приехали спецслужбы, проверили, уехали. Я знаю, что они здесь не оставляют чеченцев, не оставят. Я хочу вернуться домой. Я говорю, я на днях приеду домой. Его вот так вот, последний момент его убили. Ну, Америка не только чеченцев убивает, там, они в исламских, там, арабских государствах творят такие чудеса, которые, там, знаешь, мы даже говорить страшно. И когда Америка что-то, Запад, там, Европа делает, там, все правозащитники там молчат. Никто слова не говорит, там, знаешь. Потому что, а мы, вот все россияне, наши все каналы, то, что там был взрыв, там погиб несколько человек, днем и ночью до сих пор говорим об этом. А когда у нас взрывы, убивают, взрывают, Америка, не звонят нам, руководство с Америки, там, не интересуются, там, что с нами происходит. А мы где-то один взрыв, там, или там в Великобритании одного там убили. Вот все. Как будто в России нет преступлений, как будто у нас не о чем говорить. Мы днем и ночью говорим о Великобритании, о Западе. Вот, и, ну, так хозяины чувствуют себя, американцы, и делают все, что хотят. Я против политики Белого дома. И я знаю, что это лично для меня очень плохо, знаешь, потому что кто против Америки, то его всегда везде давят. Но я не боюсь, я боюсь Всевышнего. Участие в выборах и за какие он, прямые или назначения, на что Рамзан Кадыров заявляет, если действующий глава субъекта не верит в то, что пройдет благодаря голосованию народа, то лучше ему самому уйти. Если глава субъекта, действующий глава, не может поставить свою кандидатуру на выборы, чтобы общество выбирало его, то это он должен написать заявление. Если я не уверен в том, что меня поддерживает большинство населения, я сегодня, сейчас, вот сию минуту написал бы заявление и ушел бы в отставку. И после того, как он усердно действующий глава, который работал несколько лет там, руководствуя, так скажем, если он сегодня, зная, что его не изберут, хочет остаться у руля, то он не патриот. Я говорю про Юнусбека Евкурова, героя России, генерала Бамиткалиевича. Потому что на Ингушетии там не многонациональная республика, там якобы не идет военные действия, там есть налаженная жизнь. Но так сегодня, если человек цепляется
за кресло, то это он опасный человек. Я 100% уверен, что на территории Чеченской Республики должны избираться народом на эту должность. И, если честно сказать, я на эту должность не хочу. И, Вы пойдете? Ну, я еще думаю над этим. Ну, я уверен, что если я пойду на выборы, что больше 90% свободно за меня проголосуют. Потому что я свою жизнь посвятил служению народу. Обсудили и недавний визит в регион Владислава Суркова. Как глава Чечни оценивает его отставку. Не намерен ли трудоустроить в чеченском правительстве? Он необходимый человек для России, это однозначно может любой подтвердить. Я ничуть не огорчился, когда его, так скажем, по его желанию. Вы ему предложите место? Я с удовольствием бы уступил место главы республики, знаешь, и на выборах поддержал бы его, потому что такого сильного специалиста мы нигде никогда не найдем. Такие люди нам России нужны. А вы не боитесь, что, во всяком случае, пока Путин не принял решение о возвращении Суркова на работу, ваша дружба с бывшим идеологом Кремля может вам повредить? Или вам уже ничего повредить не может? Нет, если я не определяю по политике друзей и братьев, он мой названный брат, и как бы что бы ни было, если даже его, дай Аллах, такого нет, посадят, он мой брат. И если, какой я мужчина, если когда его сняли, я буду все закрываться, и когда его назначают, я не того, чтобы он там в Кремле там большой человек, или там в правительстве, там зам там, или руководитель там, аппарата. Мы самые трудные годы нас объединило, там, знаешь, взаимопонимание, служение государству, народу. Поэтому абсолютно, даже если это повредит мне, я буду считать за счастье это. Если ответ чеченец, то он чеченец. Он не скрывает это, он чеченец. Мы с ним проехали, когда мы ехали в Шатой и Тумкали, мы проехали его село, Дубиют. Он говорит, я здесь играл, там. Он помнит места. Впрочем, тема Депардье тоже не осталась без внимания. Отдых чеченских детей в Турции, лезгинки на улицах городов, выдержат ли высотки в грозном землетрясении, строительство нефтеперерабатывающего завода, межэтнические отношения, дороги, безработица и, конечно же, любимая тема журналистской братьи – платки чеченских женщин. Если она не мусульманка, то она не должна. Да. Если она мусульманка, то она должна делать платок. Ни паранджа, ничего. Это вот правильная форма мусульманки. Но волос не видно. Волос обязательно закрыты. Конференция длилась около 5 часов, в течение которых Рамзан Кадыров ответил на 72 вопроса разного характера и направлений. Беседа прошла в дружеской атмосфере. Открытость главы Чечни вызвала бурные аплодисменты у представителей СМИ. Общение с журналистами на этом не закончилось. Эксклюзивное интервью, фотографии на память, после чего глава лично проводил гостей. Ясмина Гацава, Илья Якубов, Ибрагим Парулидзе.